Восторженные фанаты на улицах Кабула отметили первую в истории победу своей национальной сборной по крикету в матче Кубка мира. Афганистан победил Шотландию в новозеландском городе Данедин. Крикет был единственным видом спорта, одобренным режимом талибов, но как таковой он не существовал в Афганистане вплоть до 2001 года, когда сборная страны была сформирована из игроков, обучившихся игре в пакистанских лагерях беженцев. Нынешняя победа рассматривается как огромный толчок вперед для афганского крикета. Кабул стал также ареной нападения террориста-смертника, сидевшего за рулем автомобиля. Он столкнулся с машиной группы безопасности, перевозящей высоких представителей НАТО в Афганистане. Талибы взяли на себя ответственность за нападение, в результате которого погибли солдат-турок и водитель. Атакованный автомобиль принадлежал посольству Турции. Представитель НАТО в стране Исмаил Арамаз служил в свое время послом Турции в Афганистане. Бишкек. Министерство иностранных дел обвинило Белоруссию в укрывательстве опасных преступников из Киргизстана. Обвинения были выдвинуты через неделю после того, как киргизский криминальный авторитет Алмамбет Анапияев был найден мертвым в Минске. Киргизстан призвал Белоруссию выдать экс-президента Курманбека Бакиева, бежавшего в Минск в 2010 году, и его брата Жаныша Бакиева, связывая их с убийством Анапияева. В Пешаваре на северо-западе Пакистана местные власти начали сносить незаконно построенные здания, затрудняющие городское планирование. Под снос попали магазины и некоторые другие строения, которые препятствовали расширению дорог. По словам властей, владельцы пешаварских магазинов часто протягивали свои торговые площади к проезжей части или строили киоски без надлежащего разрешения городской администрации.